Тем временем вахтовики из Башкортостана, которые были в заложниках у работодателя в Приморье, до сих пор остаются без зарплаты. Сегодня они устроили голодовку. Десятки обманутых людей съехали со всех уголков республики к конторе «Уфа-Нефтемаш». От безысходности мужчины привезли палатки, в которых собрались ночевать. К делу подключились и правоохранительные органы. В продолжении темы репортаж Радмира Азнабаева. Четвертый раз в этом году приезжаем безрезультативно. Сейчас вот не знаю, что будет. Булат Хакимов, как и его десятки коллег, приехали сегодня в Уфу с разных уголков республики. Мужчины установили палатки. Нет, это не флешмоб. Митингом это мероприятие тоже назвать трудно. Работники Уфа-Нефтемаша устроили голодовку. Говорят, терять им больше нечего. Какая разница, где голодать, здесь или дома? Руководство фирмы на весь день забаррикадировались у себя в офисе. По сути, они могут игнорировать рабочих, ведь Уфа-Нефтемаш не заключала с ними договоров. Другой вопрос, было ли это спланировано изначально. После серии репортажей, вышедших на нашем телеканале, руководитель Уфа-Нефтемаша пообещал рассчитаться с вахтовиками до Нового года. И да, они получили незначительную часть долга, не считая билетов на самолет, но львиную долю им до сих пор не выплатили. Держать оборону Уфа-Нефтемашу удалось недолго. Спустя несколько часов с начала голодовки к офису подъехали сотрудники прокуратуры и полиции. Двери наконец-то открылись. Выплаты идут. Кто сказал, что не идут выплаты? Выплаты идут. Вот рабочие собрались, как бы массово приехали со всех уголков республики. Выплаты идут. Ребята получили за ноябрь аванс и по декабрь просто. По мере поступления денег работа ведется. В ноябре ребята не работали, лежали, да, в общежитии там по месяцу. И поэтому нет выполнения, поэтому как бы нет поступлений. Какие-то деньги идут небольшие, поэтому по мере поступления мы выплачиваем людям. Мы находились не по своей воле, а мы находились по ихней воле. То, что они нам билеты не покупали, а 20 тысяч для нас это были большие деньги. Для нас, для всех, я думаю, это большие деньги. Мы не могли уехать оттуда. Полицию вызвал то ли директор, то ли кто-то из работников офиса. Но потом, видимо, пожалел. Правоохранители вместо того, чтобы разогнать так называемый несанкционированный митинг, приняли у пострадавших заявление. Сегодня же было возбуждено уголовное дело. Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту частичной невыплаты заработной платы работникам ООО «Уфа-Нефтемаш». В настоящее время следователями изучены документы бухгалтерской и кадровой отчетности предприятия, допрашиваются его работники, назначена финансово-экономическая судебная экспертиза с целью установления точного периода и размера задолженности, а также определение, на какие конкретно цели были направлены активы предприятия. Руководству фирмы дали срок выплатить все долги перед вахтовиками до 15 февраля этого года. Директор Уфа-Нефтемаша пока, в свою очередь, предложил работникам по 3000 рублей на дорогу, чтобы они не ночевали у конторы. Мы продолжаем следить за развитием событий. Радмир Азнабаев, Булат Закирьянов и Шамиль Каримов. Новости Уфа.